первого стиха давайте прочитаем. «Сыновья Рувима, первенца Израилева, он первенец». Рувим был первенец. Да? Но когда осквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа, сына Израилева, с тем, однако, чтобы не писаться им первородным. Потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих. Знаете, Иуда переводится как хвала, да? Хвала. Аллилуйя. Знаете, и я верю, знаете, вот сильнейшие люди просто стоят здесь на сцене, сильнейшие, сильнейшие среди братьев. Аллилуйя, хвала. Аминь. И вождь от него. И кто наш вождь? Иисус Христос. И мы знаем, что Иисус Христос, Он родился от колена Иудина, от хвалы. И Иуда был сильнейшим среди братьев. Знаете, можно было сказать, Рувим, он был как бы все-таки первенец, но его первенство отошло, потому что он осквернил постель отца своего, написано. И первенство перенесено на Иосифа потом. Но первенство перенесено на Иосифа. Но Иуда был сильнейшим среди братьев. Потому что, знаете, он все-таки, как бы сложно, видать, не был, он прошел через все эти искушения. Помните, Иуда, когда Иосифа продавали в рабство, братья же, Иуда, он заступался за него. Братья, вы что делаете? Вы что делаете? Не надо его убивать. Он выстоял в этом искушении. И поэтому я не случайно, Иуда, он сильнейший среди братьев. Аминь. И хвала, и от него вождь. Слава Господу. Аминь. И слава Богу, что наше собрание не начинается с хвалы Господа. Аминь. И знаете, я верю, что хвала, это как я принесу жертву, написано, да? Жертву хвалы. Аминь. И мы собираем жертвование тоже в начале собрания. Я верю, это такой хороший очередность Божьего нашего богослужения. Аминь. Когда мы жертвуем хвалу, мы также жертвуем наши что-то материальное, финансы наши, да? И тогда на эту жертву мы просто верим, мы открываем свои сердца, и Бог, Он благословляет хлебом нашим насущным. И сегодня мы ему верим, будет чудесное послание. Аллилуйя, мы открываем свои сердца. Аминь. И давайте сейчас, когда мы соберем это пожертвование, и просто откроем наши сердца. Пусть Господь, Он благословит во имя Иисуса. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Аминь. Это не за кафедрой, а наше служение – это благовестие. Потому что это должно стать стилем нашей жизни. Мы должны жить, дышать, ходить там. Это стиль нашей жизни, нести Евангелие. И давайте мы откроем место Писания, 2 Тимофея 4:5. 2 Тимофея 4:5. И прочитаем, что там написано. Там написано так: «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Это апостол Павел писал Тимофею, погибающим людям. Знаете, вот как пример, мои дети, они слушают меня в доме, когда я им говорю где-то убраться, что-то сделать, заниматься уроками. Они исполняют это. И Бог говорит: исполняй. Нам нужно исполнять это служение. Знаете, исполнитель – это человек, который как слуга. Потому что Иисус Христос, Он пришел послужить нам сюда. Луки 22 глава, Луки 22 глава и 27 стих, там написано: «Ибо кто больше, возлежащий или служащий, не возлежащий ли?
а я посреди вас, как служащий. Знаете, это в мирской системе, там начальник, который возлежит или который сидит, он командует, да? А тот, кто прислуживает, тот как раб перед ним. Но в нашем Царстве Божьем система совсем иная. И Иисус, знаете, Он принял этот образ раба, чтобы послужить нам. И Он был послушным до самой смерти. До самой своей смерти. Знаете, Он принял этот образ слуги. Иисус смирил себя. Мы должны смиряться каждый раз под Его Слово. Смирение — это не обязательно там поститься, там сидеть на коленях часами, там еще что-то делать. Смирение — это ясно, четко. Это исполнять то, что написано по Слову Божьему. То, что написано. Вот это и есть смирение. В действительности, исполняем ли мы все, что Иисус говорит нам? В действительности нет. Я могу для себя сказать, я не исполняю все то, что нет, и то, что Он говорит мне. И поэтому я вижу, насколько мне еще нужно смиряться и смиряться под Его Слово. Знаете, Иисус, Он смирил себя, принял образ, как я вам сказал, с раба, да, подчинил себя Отцу Своему, полностью подчинил. Подчинился Пилату, подчинился Синедриону, судьям, да, этим, которые судили его, этому разъяренному народу, который, он им также подчинился, он, знаете, чтобы исполнить волю Отца, чтобы исполнить ту цель, ту миссию, которую Бог дал ему. Он пришел, чтобы послужить нам, и нам очень нужно это смирение. Действительно, слышать голос Божий и делать то, что Он верил нам через Свое Слово. И я бы хотел рассмотреть сегодня вот такие 3 качества, которые должны быть. Можно там, да? Есть 3 качества, которые мы должны исполнить вот это свое служение. У нас, как у каждого христианина, должно быть эти 3 качества, которые нам дал Бог. Первое это исполнительность. Вот, исполнительность. И с греческого исполнить это вот полностью наполнить, полностью до краев вот, наполнить. С греческого наполнить до краев. Знаете, греки, когда они использовали вот это слово, то они хотели описать вот это чувство того, что у тебя нет долга, никакого долга нет. Никто же не скажет, мне нравится быть должником. Правильно? Никому не понравится быть должником. Вот. И вот исполнить как раз и есть то слово, как облегчение от того, когда мы расплачиваемся сполна, как Иисус Христос, Он сделал это на кресте, когда Он крикнул: «Свершилось! Свершилось!» Татьяна спаслась, да? Вячеслав спасся, свершилось! Елена спаслась, да? Зоя спаслась, свершилось! И знаете, вот заполнено до конца, заплачено в этом искуплении до конца. Он искупил нас на этом кресте. Я исполнил то, что должен был сделать. То, что должен был сделать, услышав от Отца, я пошел, хотя я не хотел этого даже, но я пошел на эту смерть. Я знал то, что я должен это исполнить. И знаете, вот эта точка была поставлена на кресте в спасении, в искуплении каждого из нас. И нам нужно смирение, чтобы исполнять это Слово Божье. В действительности нам очень нужно смирение, чтобы исполнить это Слово. Потому что Иисус, Он когда пришел, Он сказал: «Придите все труждающиеся и обремененные, и научитесь от Меня». Чему научиться? Нам нужно от Него. Смирение. От Него мы можем научиться, через Слово.
Смириться. Мы не пойдем просто так, если мы не смиримся под Его Слово, как мы пели в этом псалме, прославляя поклонение, да, что я хочу услышать голос. Вот я хочу пойти и исполнить то, что Ты предназначил, та цель, то призвание, потому что мы все призваны. Второе качество это, я вот еще про исполнение не прочитал. Давайте Колоссянам 4 откроем. Колоссянам 4, да? 17. Колоссянам 4:17. Колоссянам 4:17. Здесь, нет, неправильно я сказал. Колоссянам 4, здесь вообще да, вот, 4:17. Правильно. Там написано так. Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. И он нам сегодня говорит, он говорит мне, Олег, я говорю тебе, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. И он говорит каждому из вас также, обращаясь к вам, чтобы мы могли исполнить это служение. И второе качество мы можем, это призвание, потому что Бог призвал всех нас, каждого из нас Он призвал для особой цели. Какая это цель? Нести Евангелие, нести благую жизнь, благую весть. Мы должны стать ловцами человеков. Матвея 4 глава написано, Матвея 4 глава. 4 глава, 19 стих, там написано так. «И говорит им, ученикам своим, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Он говорит, идите за мной, я вас сделаю ловцами человеков. Знаете, когда рыбак готовится к рыбалке, вы видели когда рыбак готовится к рыбалке? Брат не приехал вовремя, да? Он должен был приехать, помочь мне, мы хотели показать здесь. Но знаете, когда рыбак готовится к рыбалке, он подготавливается. Он подготавливается к рыбалке. Он готовится, свою снасть, удочки. Он знает, на какое место он пойдет, во-первых. Он знает, на какое место он пойдет. Мы знаем, когда мы пойдем своим родным и близким, мы знаем, в какое место мы пойдем. Или там пьют, мы знаем, там алкоголики. Мы знаем там или наркоманы, мы знаем это место, или знаем там проститутки, или мы знаем, этот человек очень образованный человек, очень умный человек. И тогда мы готовимся к этой рыбалке. Мы готовимся, мы знаем, что для щуки не подойдет блесна, например, там, которой мы ловим рыбу, елец, там, например, да, красноперку. Она не подойдет, мы ловим это на удочку. Мы знаем, и мы поэтому подготавливаемся к этой рыбалке тщательно. Мы также готовимся, чтобы подкормить эту рыбу, нам нужна наживка. Нам нужна подкормка. Обязательно, чтобы эта рыба ловилась, мы должны, как рыбаки, готовиться к этой рыбалке. Конкретно. Мы ловцы душ человеческих. Мы должны молиться, прежде всего, просить от Отца, чтобы Он уже снарядил нас, Он уже призвал нас. И мы ждем этот призыв, когда Он нас призовет. Он нас призвал уже 2021 год тому назад. Призвал нас уже давно. Мы должны пойти и рыбачить. Пойти на то место, помолиться Богу, и Бог покажет это место. Куда мы должны пойти? Зная это место, подготовиться к этой рыбалке. Знаете, вы когда-нибудь видели, чтобы рыбак сидел, и рыба к нему сама пришла? Лови меня, рыбак, и рот открыл. Нет, такого не происходит. Обязательно ловец, он обязательно готовится к этому. Тщательно молится, обращается к Господу. Аллилуйя. И Бог тогда подготавливает. Матвея 10 глава, Матвея 10 глава, Матвея 10 глава,
И первый стих, там прочитаем первый, потом 7 и 8 почитаем. И там написано: «И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». 7 и 8 стих. «Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте». Аллилуйя. Знаете, Он дал нам уже власть. Как Он нам дал власть? Некоторые спрашивают, как Он нам дал власть? Он дал нам власть через Свое Слово, через Свое имя. Он дал нам власть. Мы должны использовать эти инструменты, которые Бог нам дает, и идти делать. Знаете, чудеса и знамения не придут. Мы иногда говорим, и мы очень много говорим в церквях, где чудеса и знамения, где чудеса. Чудеса и знамения, они там, на улице, там, куда вы поедете, в деревню какую-то. Когда вы начнете проповедовать Слово, когда вы начнете возлагать руки, когда вы начнете пророчествовать, Дух Святой начнет двигаться так сильно, могущественно через вас, и эта рыба начнет ловиться. Вы увидите, эта рыба начнет ловиться. Знаете, потому что сейчас больше пришло к тому, что нужен личный евангелизм. Это прошли уже 90-е годы, когда неводом, сетями ловили, стадионами собирали, там, закидывали их, ловили, но эта рыба очень много, она просто утекло. Сейчас есть вот этот личный евангелизм, каждый мы в церкви, здесь мы благовестники, и если мы здесь будем сидеть, продолжать здесь сидеть, и друг перед другом светить, и откровениями делиться, знаете, в этой церкви через какое-то время в таких церквях появляются сплетни, склоки и всякое тому подобное. И поэтому мы должны выйти из стен этой церкви, пойти в этот город, пойти к своим родным и близким, прежде всего в Иерусалим, потому что Дух Святой зашел на нас и дал нам эту силу, мы наполнились этим силой Духом Святым, и мы становимся свидетелями для своих родных. Это первое самое поле, которое мы должны родным, близким. Бог, Он по-разному дает, знаете, мне одна сестра рассказывала, она всегда просит, чтобы Бог послал ей рыбу, чтобы мы готовно с номер один, чтобы мы просили эту рыбу, дай Господь нам эту рыбу. И Бог, Он разве вам не пошлет эту рыбу? Пошлет эту рыбу. И мы должны быть готовыми, а не просто так сидеть. Мы должны быть готовыми, чтобы поймать эту рыбу, чтобы подсечь эту рыбу. И чтобы эта рыба, она осталась, сохранилась. Знаете, эта сестра, она молилась все время, и Бог ей давал инструмент, и один раз она зашла в лифт, и она сделала, там стоял мужчина, и она сделала так. Иисус! И она вышла с лифта. Все. И этот человек, он пошел, и у него так, Иисус, Иисус. Он опять шел, и у него опять так, Иисус, Иисус. И он понять не мог, что такое, что с ним творится. И так делал, до самого, пока он работал, он все слышал, это Иисус. Потом он после работы проходил, и вдруг он где-то на улице услышал евангелизацию, которую проводила молодежь, и они там говорили, придите сюда, там, здесь Иисус. Он услышал, вот Иисус! И он побежал туда, и покаялся, принял Иисуса Христа как своим Спасителем и Господом. Потом он стал служителем через какое-то время. Знаете, Бог, Он использует все инструменты. Готовы ли мы быть такими, как вот здесь мы в этой песне? Оно захватывает буквально. Я не знаю, как вас, оно просто захватывает. В действительности мы где-то засидели, где-то заржавели. Вот. В действительности это оно, знаете, настолько этот огонь, он должен гореть внутри нас. Этот огонь. Давайте мы посмотрим 1 Иоанна. Это вот, знаете, Евангелие, оно дается в двух частях. В двух частях. 1 Иоанна, мы сейчас посмотрим, 1 Иоанна. 1 Иоанна, 1 глава, и будем читать с 1 по 5 стих. Здесь написано, оно дается в двух частях. О том, что мы слышали, и о том, что мы видели. Здесь говорится о том, что было от начала, что мы слышали. Слышите, да? Было в начале, мы услышали Евангелие.
Я услышал в начале Евангелие. Когда-то мне сестра ездила много лет, я услышал от нее, когда церковь приезжала в колонию, когда там проповедовали, я все время слышал это имя. Иисус, Иисус, спасение, искупление, кровь, крест, смерть, воскресение. Я все время слышал про это и думал, какое-то дурачество. Знаете, но потом через какое-то время, вот здесь написано о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, и что осязали руки наши о слове жизни. Не о слове жизни церкви, а о слове жизни о Иисусе Христе, о Евангелии. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом, Сыном, Его Иисусом Христом. И сию пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Аллилуйя! Знаете? И вот то, что мы, то, что внутри, знаете, то, что внутри, то, что я услышал, потом то, что я увидел, что Бог делает в жизни моей сестры, потом я видел, что люди приходили из церкви, и они свидетельствовали, рассказывали в колонии, и я видел, я не просто слышал, я видел то, что Бог делал с ними. И потом я, услышав, я принял, когда я увидел в своей жизни то, что Бог начал делать в моей жизни. Исцелил, освободил. Бог. И знаете, этот огонь внутри, он так стал гореть, что я не мог удержать. Мне никто не говорил, но я сразу говорю: Господи, я хочу говорить это своим бывшим дружкам, криминальным авторитетам. И я бежал туда, в эту колонию, и... Знаете, вот такой порванной одежды, где в заплатках у меня были, помните, вот. И я туда прибегал, и они меня встречали, мои блатные, они так смотрели на меня. Они сидели там, четки крутили вот так. Смеялись надо мной, пинали меня, плювали меня. И я в следующий раз опять, потому что я не мог удержать это, внутри горело. Настолько горело внутри, что я не мог это держать. То, что я слышал, то, что я увидел в своей жизни, то, что Бог сделал в моей жизни, я не мог это держать, и я говорил им, как бы они не заплевывали, не пинали, не смеялись, обзывая меня всякими словами. Потом, через какое-то время, я говорил в следующий раз: я туда больше не пойду, я больше туда не пойду ни за что. Знаете, в следующий раз опять мне ноги несли туда. Я опять приходил в этот позор, понимаете, в этот позор. В этот позор просто. Для меня такой позор был. Потом через некоторое время Бог дал мне мудрости правильно сказать им, ответить им. Потом они пришли послушать меня, потому что они знали, какой я был. И вдруг они услышали и говорят: это он говорит? Да не может быть. Он же на одних матах, жаргонах разговаривает. А тут как-то нормально, ну и да, хорошо, но более-менее стал говорить как-то. Азбуку какую-то выучил. Потом через некоторое время один подошел, потом другой подошел, которые стали служителями. Через какое-то время. Они тайно все это делали, потому что они боялись пуще прежнего, они меня сами плювали, пинали меня там. И они этого позора не хотели проходить, и поэтому они тайно это все делали. Но они стали служителями. Знаете, вот этот огонь, он, понимаете, вот этот огонь, он просто не давал сломаться. Знаете, я когда выходил оттуда, этот, который меня сопровождающий вел, и он мне все время говорит: вот там лужа, Олег, помой там у тебя, вся курка оплевана, помой в этой луже. И я мыл, снимал, я плакал, и мыл эту курку. Одевал ее опять, она вся в заплатках была со службы помощи.
почему этот огонь не горит? Пусть он загорится, этот огонь. Сейчас моя молитва каждодневная. Огонь, огонь, Господь, зажги мой огонь. Зажги в моем сердце огонь. Слышишь эту песню? Зажги, когда в тот раз Ефрем, и он здесь пел, и просто мне такой просто зажглось. Знаешь, как это мощь, такая сила, эти слова, огонь, где этот огонь? Люди погибают, где этот огонь? Хватит уже умничать, пора нам выходить за стены действительности. Вот там я целый пакет принес, и мы там положим в конце на столе, книжный стол, там есть, Татьяна может дать, да, по одной. Там есть письма отца очень хорошие, которые я взял в одной церкви, писали, они дали. Письма отца очень хорошее содержание внутри. И вот такое, знаете, вот это молитва «Отче наш» с одной стороны, с другой стороны молитва покаяния. И она очень хорошего качества, как пластиковая. Вот недавно мне гаишник остановил, и он меня так на торпеде лежат, он увидел, и это что? Я ему дал, он так посмотрел, можно я одну возьму? Я говорю, конечно. Езжайте, дорогой. Он взял, и знаете, она как нравится, ну, он прочитал, и она ему не просто нравится, он ее почитал. Он видно, видать, или православный, он так почитал, ее так потрогал. Она такая хорошего качества, нам нужно учиться делать хорошего качества. Знаете, вот этот мир, вот посмотрите, как они, пойдите на рынок, посмотрите, как они впаривают свой товар. Они буквально впаривают такой ужасный товар. И они не отпускают, буквально вот так держат тебя, тянут тебя вот так. Сходите на рынок. Вот тянут, заходи к нам, дорогой, вот здесь вот все есть. Вот. И они умеют, и говорят, и говорят, и говорят, и говорят, и говорят, и следуют за тобой. И мы не должны молчать, дескать, мы не должны молчать. Мы должны говорить, знаете, церковь, когда замолчит, тогда она и умрет. Мы должны выйти. Знаете, мы должны услышать голос Бога, каждый из вас. Мы не так должны, я должен, ой, куда я пойду, как я вам сегодня практически дам какие-то советы. Знаете, вот бывает иногда так трудно, ты думаешь, Господи. Но знаешь, когда ты выходишь, и когда ты благовествуешь, и ты видишь этот результат, знаешь, когда эти люди, вот я недавно просто случайно встретил, он меня узнал, я его даже не узнал, он говорит, Олег, ты меня не узнал, он в 92-м году освободился, и, говорит, не узнал, и он с другом еще со своим, а этот друг, он вообще там в Бердянсках, а еще Вадима знают они там, пастор, который с ними разговорились, знаете, Евангелие, я им сразу Евангелие стал рассказывать. Знаешь, хотя не в якутскую веру верят, но это, знаете, вот это посеянное семя, мы должны посеять это семя, не смотреть, потому что в Писании говорится где-то, я сейчас просто вспомнил, это вроде кажется 1 Коринфянам в 3 главе, в каком-то стихе там говорится, что Аполлос поливал, да, кто-то сеял, а взращивает кто? Мы взращиваем? Нет, Бог взращивает. Так что, если даже вы посеете и не увидите, что он не покается, не надо расстраиваться, он не покаялся. Мы сразу начинаем расстраиваться, мы так привыкли, наш в этот век, такой быстрый такой век, хотим сразу все быстро получить, как на смартфоне, всю информацию в Google зайти, в Яндекс и быстро получить информацию. Мы хотим все быстро, и мы так хотим, что человек тут же покается, и мы будем прыгать, радоваться. Да нет. Они жестоковыйные, с огрубелым лицом. Знаете, вот. На пандемии я вот, еще когда благовествовал, ходил, мне там один мужчина чуть не побил прямо. За то, что я женщина, благовествовала, она плакала, он говорит, сектант! И там полицию вызвал, а я ушел, она мне потом, я наверху был, потом я спустился, это важно было, и она мне говорит, хорошо, мужчина, что вы ушли, он полицию вызвал. Здесь сектант. Он меня хотел побить, реально. Я испугался, реально говорю, я испугался. Он здоровый такой якут. Он говорит, что с этим бед?
здесь прямо сектантом. И Писание же говорит о том, что иди, где-то, я не помню, в Визигиле говорится, иди, съешь вот эти свитки, да, где горечь, боль, вот этот стыд, позор, съешь эти свитки, чтобы, быть вот, знаете, чтобы чувствовать этих людей, просто посмотреть на улице, как они погибают. Они погибают, они ждут нас. Слава Богу, на этой ячейке услышал сестра, говорит, надо выходить, благовествовать, я пойду. Вы пойдете, я пойду с картонкой. Я думаю, слава Богу, я так обрадовался, Господь. Я еще усилился в молитве, чтобы эта сестра пошла с этой картонкой. Потому что я сам пойду. Она вызов как бы мне бросила. Мы должны пойти, мы должны идти в этот мир. Они погибают, а мы сидим. Они погибают, а мы сидим. Мы должны выйти, услышать каждый, понимаете, не сразу не упасть от осуждения, потому что Бог есть любовь, Он все устроит. Эту рыбалку чудесную, Он даст радость. Когда эта рыбалка состоится, даже если ты не поймаешь, все равно радостный будет. Даже если ты поймаешь маленького ёршика. Когда я жил в Ленинграде еще в то время, 70-е, 80-е, там они ершей с ней ловят и так радуются. После Якутии это таких рыб. Они так радуются ёршику этому. Я думаю, чему радоваться-то? Люди вообще ненормальные, кажется. Ёршику радуются, такой колючий, такой весь. Знаете, мы должны подготовиться к этой рыбалке. И поэтому я сегодня еще дам какую-то информацию, чтобы действительно этот огонь он горел в нашем сердце. Что мы услышали, каждый из вас, когда мы вначале были, каждый из вас скажет, когда вы услышали, вы не могли удержать это. Нести это Евангелие. И тогда, знаете, у нас начнется вот мы ждем, где сверхъестественная христианская жизнь? Она там. Сверхъестественная христианская жизнь. Она там, когда мы начнем проповедовать Евангелие, чудеса и знамения накроют нас. Нечего здесь ждать, здесь бенефинов нету. Аминь. Мы должны выйти и сами увидеть. Практиковать, знаете, все великие, которые благовестники, они все делали 1000 ошибок. А потом, через 1000 ошибок, на 1001 и происходил взрыв. Потому что Бог, Он видит трудолюбие, Он видит усердие наше, Он видит любовь нашу к Богу прежде всего. Это мы должны делать от любви, прежде всего, от любви. Миша, ты опоздал. Наш рыбак Михаил, мы хотели с ним показать здесь. Ну, Михаил, ты готов? Готов. Давай тогда выходи, пока проповедь не закончилась, а то она идет к концу уже. Выходи, дорогой. Знаете, вот великое поручение Иисуса, вот Матфея, откроем, Матфея 28, да, там 19, 20, там говорится, пока Михаил готовится сюда выйти. Матфея говорится 19, 20. Великое поручение Иисуса Христа. Он говорит, итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания. Он всегда с нами. Даже тот, когда меня хотел, этот здоровый вкус меня хотел побить, Бог, Он говорит, я был с тобой, просто ты трус, пугался. Ты должен был ему еще проповедовать, а ты испугался. Я правду сказал, да, я испугался. Меня акула как дала. Аллилуйя. Мы должны быть готовы. Готовы. Аминь. Аллилуйя.
Давай, Михаил, выходи сюда, заходи. Можно? Чтобы ему... Это не работает, найдем? Нет? Ну ладно, так. Давай, Миша. Давай. Вот он рыбак. Вот я специально как бы позвал, думаю, рыбак, все-таки он понимает, я же не рыбак. Я только там в Ленинграде видел, как ёжиков ловят. Вот он меня на рыбалку зовет, но я почему-то нет. Вот. Жена сказала удочку купить мне. Не знаю. Михаил, вот место важно для рыбалки? Место. Место важно, время важно. Время, место важно. Можно вот одной удочкой ловить все подряд, все рыбы? Нет, нужны разные удочки, разные снасти, разные приманки. Понятно. А чтобы... Вот, ну, а если есть вот нерыбные места? Какие есть ли места? Есть. Есть. А как ты когда там рыбачишь? Бывает, что приезжаешь, рыбы нет, но наслаждаешься природой. Тоже неплохо. Да, пришел в покушал, да? Там, не проповедовал, покушал, тоже хорошо. Чаще всего ищешь рыбные места. Хорошо. На блесну какая рыба идет? Щука, окунь. Щука, окунь идет. А идет какая-то мелкая рыба там? На блесну нет, на блесну на червячка. На червячка идет, да? Ой, извиняюсь, на мелкую рыбу на червячка. Хорошо. А как ты подготавливаешься к рыбалке? Для меня интересно, как ты готовишься к рыбалке. Ты просто вот все старое у тебя лежит, или у тебя готово? Ты просто собрал, машину закинул и поехал. Или ты готовишься к этому? Ты думаешь, я на то место поеду, так, там хороший клев осетрины, и как-то мне надо вот к этому подготовиться. Или ты просто едешь. Поеду туда. Там, например, вот я смотрел фильм, ты смотрел фильм «Бриллиантовая рука», когда он говорит, поехали там на эти скалы, а там клёва нет, он говорит, клёв, обещаю тебе, клёв там будет. Знаешь, вот так же бывает, вот мы иногда думаем, что клёва нету, а Иисус нам клёв устраивает, да? Правильно, когда мы клёв, он нам устроит этот клёв. А ты как вот... Ты немного мог бы рассказать нам хотя бы немножко, как ты готовишься к рыбалке? Основные вещи всегда лежат на готове. Основные удочки. А ты всегда готов, номер один. Я всегда Это очень важно. да. Мы должны быть готовы все время к Евангелию. Обязательно мы должны быть готовы к Евангелию. Номер один, мы должны быть всегда готовы. Супер, вообще супер. Мы должны быть, у тебя все основное готово, да? Потом что ты как? Все остальное готово, кладу в машину. И единственное, что остается мелочи. Наживка должна быть обязательно свежая. Наживка это у тебя червячок, да? Червячок. А еще какая-то есть? Червячок. Натереть обязательно блесну, чтобы она блестела. Вот то, что кушает рыба, должно быть всегда свежее. Всегда свежее? Всегда свежее. Интересно. Тоже интересно, да? Должно быть свежее, кажется. Тухлое не будут кушать. Понимаете? Кажется, не так просто с этими людьми. Я думал, всем можно одной наживкой ловить. Не каждого же одной наживкой поймаем, да? Нет. Но так же, как и мы. Например, образованного человека ты не поймаешь той наживкой, которой ты поймаешь наркомана или алкоголика. Ты ему начнешь говорить, а он тебе скажет, да я не пью вообще, я святой. Отстань от меня. Когда его надо ловить, другой наживкой. Правильно? Да. Вот мне интересно еще такой момент. А ты ловишь, вот якуты раньше делали, вот у них, как это самое называлось? Вот такая плетеная. Корчага. Корчага. Корчага, корчага. Ты ловишь корчага? Корчага, сеть. Сеть. То есть сеть ты ловишь? Все снасти должны быть наготове. Все снасти должны быть. Ты ставишь сеть, значит, и потом, удочкой ты ловишь для удовольствия. Да, все верно. Для удовольствия, на червячка, побаловаться. Видите, это очень интересно, между прочим. Нам должно Евангелие удовольствие приносить. Мы должны на рыбалку, чтобы знать, что мы поймаем это, нам должно удовольствие это приносить.
А если вдруг ты на рыбалке ничего не поймал, у тебя есть удовольствие после этой рыбалки? Обязательно. Молодец. Даже если мы не поймали, у нас все равно есть удовольствие. Мы сходили на эту рыбалку, мы увидели этих людей. Эту рыбу увидели, даже если не поймали. Потому что кто-то ее другой поймает. Другой приедет и поймает. Понимаете? Он уже услышал, увидел, потому что Евангелие я еще до света слышал. Когда я жил в Ленинграде, мне там, наверное, или пятидесятники, или баптисты, мне проповедовали. Я слышал, но я был не готов к тому, чтобы мне подсекли. Хорошо, вот рыбу подсекать, когда надо, вот это очень же важный момент. Потому что когда мы евангелизируем, говорим слово, надо же рыбу покаянию, чтобы не всегда же ее сразу покаянию. Правильно? Но человек иногда не готов. Когда нужно подсекать рыбу? Вот интересно. Как ты? Или ты на плесну, когда ловишь по-другому? На удочке понятно. Пока она не утонет, ты вот тут подсекаешь, да? На удочке так или нет? На удочке, ну, в основном так. Иногда клевать начинает. Это надо чувствовать. Клевать начинает. Чувствовать Духа Святого нужно. Вот видите, мы улавливаем. Чувствовать нужно Духа Святого, когда мы можем подцепить эту рыбу вовремя, чтобы она не уплыла. То есть, когда она проглотила наживку, да? Да? Бывает не проглотила, бывает она чуть-чуть начинает клевать, чуть-чуть зацепилась за червячочек, и тогда уже подсекаешь, и она твоя. А крупную рыбу еще надо измотать, чтобы она встала? Нет, крупную рыбу. Я крупную рыбу, главное место. А крупную рыбу почему нужно измотать? Интересно, вот этот вопрос Леонела Евгеньевна задала. Измотать нужно? Измотать как? Вот интересно, скажите, Леонела Евгеньевна, измотать как? Просто передачи, когда показывают крупную рыбу, сразу не могут вычислить. Она сильная, слишком сильная. Ну, это я просто вот это... Я понял, о чем вы. Крупную рыбу, когда мы вытаскиваем, она настолько тяжела, что она может, губа у нее порвется или что-то случится, она может уплыть. То есть нам нужен еще сачок, большой сачок для нее. А давайте теперь переведем это вот благовестию. Как это? Крупная рыба попалась. Крупная рыба — это, наверное, чиновник какой-то, да? Криминалитет. Или авторитет криминальный. Света же тебя изматывала. Да, она 8 лет изматывала. Через 8 лет я покаялся. Вот, оказывается, точно, Леонела Евгеньевна, мы подметили, изматывать надо. Изматывать Евангелием, правильно? Молитвами. Евангелием, да. Супер. Ну, может, у вас из зала есть точно вопрос, вот как хороший вопрос от Леонела Евгеньевны. Есть какой-то вопрос еще, как нам рыбачить? Мы, чтобы это переводили на Евангелие, потом, потому что это хорошая такая вещь. А есть, когда рыба спит, не спит, вот тоже какие-то сезоны же есть? Да, от времени обязательно тоже зависит. Например, в определенное время, когда не клев, приезжаешь, ты знаешь, что в прошлом году здесь очень хорошо клевало, приезжаешь, клева нет, наслаждаешься природой, и ты уверен, что через неделю ты сюда приедешь и точно что-нибудь поймаешь. Интересно. Олег Иванович? Интересно, да, рыба спит. А как теперь вот человеческому мы вот и благовестию это переведем? Рыба спит. Как это понять, рыба спит? Давайте все вместе думать, как вот понять, рыба спит, а в следующий раз мы приедем и поймаем эту рыбу, которая спала. Готово еще. А? Никогда не слышала Евангелие. Готово принимаем. Пока не время еще, пока Ну, не не время. время еще. А, пока не время. Ну, такое можно. Иногда бывает человеку что-то нужно пройти, и потом вот как раз в А, нужный вот спит, момент. понятно. Ничего не случилось, просто у него все хорошо. Понятно. А когда что-то случается, Понятно. Ну ладно, спасибо огромное, Михаил, что ты Спасибо. подъехал. Аллилуйя. И тогда мы продолжим. И тогда у нас есть третья часть, очень важная. Первая, это я сказал, исполнительность, да?
Мы должны слышать Его голос и исполнять то, что Он говорит. Второе, это что у нас было? Призвание. Мы все призваны, по-любому все призваны. Потому что Евангелие – это стиль жизни каждого христианина. Запишите себя на сердцах, где-то в блокноте. Это стиль жизни. Мы должны жить так, дышать так, ходить. И третье – это посвященность. Это посвященность. Потому что это не должно быть временно. Вот мы только делаем какое-то время, а потом я устал и все этого не делаю. У нас должно быть посвящение. Посвящение. Это очень важно. Давайте мы откроем Колоссянам 3 главу, и там прочитаем Колоссянам 3 глава. Колоссянам 3 глава, и 23 и 24 стих прочитаем. И все, что делаете, слышите, и все, что делаете, делайте от души, написано. Все, мы рыбаки, все должны делать от души, ловцы человеческих душ. Все, что делаете, все. Все, это значит не только там пойдем ловить рыбу, здесь, в церкви, что-то, мы все должны делать. Делайте от души, как для Господа, а не для человека. И поэтому, когда нас не похвалят, или когда нам что-то не дадут, мы это для Господа должны делать. Аминь? Зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Воздаяние по-любому будет. Аминь? Аллилуйя, по-любому. Знаете, вот смотрят люди, да, часто очень, вот эти люди, которые они, как это якутская вера, тенгирианство, да, называется? Правильно говорю? Ну, в такое-то, они верят в это. И вот я с ними когда общался, они говорят, вот мы верим в воду, да, в гору, вот это все, да. И они говорят, да, это твой Бог, это все создал, да. Как бы они, ну, как бы соглашаются с этим, но сами этому поклоняются. Я говорю, надо Богу поклониться, не этому, они все равно этому поклоняются. Да? Байнаю, этому по охоте, духу поклоняются. Самое крутое Евангелие где у нас? В нашем сердце. Запечатано. Самое крутое Евангелие в нашем сердце запечатано. Потому что там живет Отец, Сын и Дух Святой. Дух Святой запечатан. Самое крутое Евангелие в нашем сердце. Знаете? И поэтому мы должны возвещать и не молчать. И откроем последнее местописание Колоссянам. Извиняюсь, Исайя 62 главу откроем. Мне очень нравится эта глава, Исайя 62 глава, и будем читать 6 и 7 стих. Здесь написано. Исайя 62, 6-7 стих. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Он сегодня нам говорит, не умолкайте, я вас поставил на башнях этого города вокруг. Не умолкайте. Он говорит, этого города. Вы не зря здесь живете. Вы не зря здесь находитесь. Не умолкайте. Ни днем, ни ночью. Вы, напоминающие, мы не о себе напоминаем. Мы не стоим там, вот я здесь, вот смотрите, я здесь. Куликов Олег Иванович. Нет, мы должны напоминать о нем. Только говорить о нем, о Христе, о Иисусе Христе. Не умолкайте. 7 стих. Не умолкайте перед Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле. Наша церковь, которая у нас, у Иисуса одна церковь, да? Это церковь, которая в этом городе, она будет нести Евангелие. И поэтому мы не должны умолкать. Иисус призывает нас сегодня. Кто знает о Нем, кто верует в Него, не молчать,
о том, что Иисус сделал на кресте? Как мы можем молчать то, что Иисус сделал на кресте, то, что сделал в нашей жизни? Как мы можем держать это внутри себя? Мы не можем это внутри себя, это держать, эту веру. Мы не можем держать этот огонь внутри себя. Мы не должны держать этот огонь. Это преступление. Это беззаконие. Держать этот огонь внутри себя. Это у нас есть лекарство от всех болезней. От всех болезней лекарство, самое лучшее лекарство. И мы не должны это держать. Мы должны этим поделиться. Если бы у вас были таблетки от рака, вы разве бы не делились этим? Вы бы спрятали разве это в своем шкафу? Потому что Он нам дает вечную жизнь. Он дает всем людям вечную жизнь. Как мы можем это удерживать и не говорить об этом, что есть вечная жизнь? То, что Он сделал на Голгофском кресте, мы должны об этом молчать. Это ужасно. Молчать о том, что Он сделал на Голгофском кресте, что Он умер за нас, что Он хочет, чтобы все люди спаслись. Люди-то многие не знают, что Он хочет. Мы должны молиться об этом, просить это, Бога. Аллилуйя. И я хотел бы вам дать практические советы такие. Аллилуйя, слава Богу. Практические советы. Давайте откроем. Да, откроем дальше. Когда мы начинаем говорить людям, нам не надо все Евангелие от бытия до этого рассказывать, их загружает. Помните, Сергей Мартинович приезжал и рассказывал, что мы религиозными много словами, и всю Библию рассказываем часами, они устают, они бегут от нас. Нам нужно говорить людям, что Бог сотворил их по своему образу и подобию, и что люди имели прямое общение с Ним. И у людей поэтому есть нужда, и они заполняют эту нужду всякой белибердой. Только не общаясь с Богом. Только не общаясь с Богом. Второе, что все согрешили и лишены славы Божией. И там вот местописание есть, Римлянам 3:23, Римлянам 6:23. Можете некоторые местописания показывать, не надо там кучу, оттуда сюда, это их загружает, 1-2 местописания, все, больше не надо, иногда им не надо, иногда они сами могут спросить, а где это написано? А где это сказано? Они сами могут задать такой вопрос. Третье, что Иисус пришел спасти вас, нас, всех нас. Иоанна 3:16. И четвертое, это личное решение следовать за Ним. Свободный выбор. У каждого человека есть свободный выбор. Не надо никого заставлять, никого толкать, никого тянуть. Есть свободный выбор. И еще есть такой совет, как вести людей в молитвенное покаяние, потому что мы иногда ловим эту рыбу, но вот подсечь как раз в этом молитве, иногда не нужно прям подсекать и вести, иногда нужно оставить этих людей в покое, просто молиться за этих людей, рассказав, посеять это, потому что один сеет, другой поливает, а взращивает Бог, и Бог может взрастить. Вот, как моя сестра много лет ждала, сеяла, поливала вся церковь, и Бог взрастил. Она уже сдалась, лапки опустились, она сдалась, а Бог совершил эту работу. Он взрастил. Молитва покаяния должна быть простой. Вот как вот это вот, смотрите, я вам сегодня дам молитву покаяния. Простой. Чем проще, тем лучше. Она простая, но ясная, четкая. Вообще. Ясно, четко. Человек понимает. Первое. Человек должен Богу сказать прости за грех. Обязательно это должно быть покаяние. Человек должен Богу сказать прости за грех. Второе, благодарить Бога, спасибо, что ты умер за меня, обязательно благодарение Богу. Третье, попроси, чтобы Он вошел в нашу жизнь как Спаситель, как Господь, как Господин. Этим мы открываем свое сердце, чтобы Он там сел на троне.
что этот человек осознанно принимает. И четвертое, что я посвящаю себя в твои руки. И научить этого человека за все благодарить. Даже если трудности какие-то, благодарите Бога. Поднимайте руки, благодарите, трудности какие-то проходите. Всегда благодарить Бога. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Богу. Аллилуйя. И также в конце я бы хотел бы еще дать, вот в июне будет, знаете, в Новосибирске в июне будет конференция пробуждения, я просто молюсь об этом, хочу поехать. Хочу, чтобы многие из вас поехали. Очень прямо молюсь, чтобы многие из церкви поехали на эту конференцию пробуждения. Это, да, на базе краеугольного камня церкви там будет проходить. Это очень мощное время. Целую неделю будет проходить. Целую неделю. Там с понедельника лидеры будут, а со вторника по субботу все, кто поедут, все будем мы проходить там практически. Это люди, которые горячат в России, за пробуждение России, за эту волну горят. И чтобы действительно пробуждение пришло в Россию, чтобы народ пробудился. Те пророчества, которые исполняются. И там можно еще, да, посмотреть, там будет ссылка, да. Я вам потом скину, в группу скину ссылка, и вы можете зарегистрироваться за нами. Там взнос будет 1500, что ли, но целую неделю вы там, наверное, как по устройству, все я подробности узнаю, дам знать все подробности, как, что, но я очень хочу поехать. Надо нам молиться за финансы, Богу обращаться за финансы, чтобы Бог дал временно, обязательно время, чтобы было свободное от вашей работы, чтобы мы действительно могли вооружаться, чтобы мы могли снаряжаться, учиться чему-то хорошему, то, что практически эти люди, они прошли, и у них много людей, которые каются там. Евгений Вартанян также, одно из спикеров были, Евгений Вартанян. По пророческому евангелизму она также будет там делиться об этом. Я хочу, чтобы мы в действительности могли зажечься, подняться на другой уровень. Также хочу очень, чтобы те люди, которые хотят в действительности чему-то учиться начать, чтобы мы не начали с этого, мы начали с себя. Поймите, если мы поедем на конференцию, нас просто так накачает вот так, и потом сдуемся до следующей конференции. Чтобы такого не было, нам нужно здесь начать собираться. И те люди, которые хотят благовествовать, выйти, учиться чему-то. Может, если вы боитесь, но вы хотите, мы давайте будем вместе собираться, учиться, какой-то есть опыт, будем делиться, выходить, получать от Господа направление, выходить на улицы, выходить в парк, начинали, чтобы мы начали это, прежде всего с молитвы, начали молиться, хотя бы начать молиться 2 раза в месяц, собираться, начать молиться, получить это от Господа и делать то, что Он хочет. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Аллилуйя! Вы слышите? Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Аллилуйя! Он так этого хочет, чтобы мы не сидели здесь, чтобы мы вышли на эту рыбалку, чтобы мы сказали: Господь, дай нам эту рыбалку чудесную, сейчас будет тепло, сейчас начнется эта рыбалка, сезон рыбалки начнется. Аллилуйя! Хорошее. Я верю, что-то хорошее нас ожидает, что-то хорошее, знаете, вот предчувствие такое от Бога, потому что Он через свое слово также говорит, через людей Божьих говорит, да, которые приезжали, с теми людьми, которыми общаются, они говорят, что это время уже близко. Близко настолько, и мы не должны спать, мы должны проснуться. Мы должны проснуться. Аллилуйя! Давайте мы встанем и помолимся, прославляющие могут идти. Аллилуйя! Помолимся, еще что-то мы будем делать. Аллилуйя, Господь! Аллилуйя, Господь, во имя Иисуса! Господь! Аллилуйя! О, Господь,